Assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Решили продолжить книгу Хазрата Ходжа Абдулла Ансори «Кашфул Асрор ва Адатул Аброр». Иттифоқ, инфоқ, яъне харҷ ба се рутбат аст. Якум сахо, дуюм ҷуд ва сеюм эсор. Соҳиби сахо баъзе диҳаду баъзе надиҳад. Соҳиби ҷуд бештар диҳаду ба қадре каме ба худ бимонад ва соҳиби эсор ҳамаро бидиҳад, худро ва аёли худро ба Худову Расул биспорад. Ин рутбати сиддиқон аст, ки мисоли беҳтаринаш Абу Бакр Сиддиқ раҳматуллоҳи анҳу буд. Инфоқ, то есть трата, пожертвования, трата своего имущества. Бывает трех видов. Людей, которые тратят из своего имущества, бывает трех видов. Первый – это сахо, те, которые являются саховатманд. Эти люди иногда дают пожертвования из своего имущества, милостыню и помогают, иногда не дают. Вторая группа – это джуд. Это люди, которые дают большую часть своего имущества и меньшую часть оставляют себе. И третья группа – эсор. Это те, которые полностью отдают все, что имеют, и себя, и свою семью полностью отдают, полагаются полностью на Бога и на пророка. Себя полностью отдают, все, что имеется, жертвуют. Таким из примеров был Хазрат Сиддиқ, поэтому эта категория для сиддиқов, искреннейших людей, был Абу Бакр Сиддиқ рахматуллахи анху. گفتم که نی هم پیش دو زلفی تو نیسار، گر هیچ به نزدی چاکرایی یک بار، پیشت بینی هم دیگری سوختزار، نه آید جگر و سوخته به مشکی بکار. فرض حق بر 5 شرط است. فرض حج بر 5 شرط است. یکم مسلمان بودن، دویم عاقل باشد، سیم بالغ باشد، چهارم آزاد باشد نه غلام، و پنجم مستطیع یعنی که صاحبی مال باشد، یعنی توانگر باشد، بای باشد. Обязательством фарзом хаджа, паломничества, является 5 вещей. Хазрат говорит, первое – это чтобы человек должен был верующим, то есть мусульманином, покорившимся Богу. Второй, он должен быть разумный. Третий, он должен быть совершеннолетний. Четвертый, он должен быть свободным, то есть он не должен быть рабом. Пятый, он должен иметь богатство. Он должен быть богатым человеком, имущим человеком. Харчи харч кунад, барои суди худ кунад. Ҳар ки харч кунад, барои суди худ кунад, ё хубӣ кунад, ё ки бадӣ кунад, ҳама баҳри худ кунад. В Коране говорится, что каждый человек делает все во благо себе или во вред себе, каждая душа. Кулли нафса бима касабат рахиман. Каждая душа заложится того, что приобретает из добра или зла. Все делается человек для себя. Если человек творит добро, он делает для своей души. И если делает зло, тоже для своей души. Худой роҳе чиз пӯшида нашавад ва ҳозир аст ва бо илми худ ба ҳар ҷое ва доно аст ва дар ниҳону дар пайдо.
Аллах Субхану Тааля, от Аллаха Субхану Тааля не скрыто ничто ни на небесах, ни на земле. Он пронизывает своим знанием и внешность, и внутренность. Имонро ду тараф аст, ибтидо ки банда дар равиш ояду он ки имон дорад. Ва камоли имон аст ки ба камол он касест он касе ки ба камоли имон расад, маҳол бошад ки вайро боз пас оранд. Иман имеет две стороны. Первое – это начало имана, когда он начинает человек. И начальный имана, когда еще не устойчивый. И этот человек может в этот момент, может в любое время уменьшить иман свой или увеличить. Второе – это совершенство имана. Кто достиг совершенства имана, его невозможно, что он возвратился обратно. Иман самъ аст ва аз ҷониби худованд аст. Иман является небесным, то есть Богом даруется. Иман невозможно самому где-нибудь купить, где-нибудь никто тебе не продаст. Путем чтения или труда своего тоже иман невозможно достать. Иман – это частица света, это свет, который внушается в сердце человека самим Аллахом Субхану Тааля, кого захочет. И тогда уже потом от человека будет зависеть уже этот свет в себе увеличить или этот свет уменьшить в себе. Аввал эътисол, яъне ки аз гуноҳ парҳез доштан асту охир истислом, яъне таслим шудан аст. Начало имана – это отдалиться от грехов, у кого есть иман. И второе, и конец – это покориться полностью. Имрӯз моҳи ман маро меҳмон аст, бахшидани ҷону дил маро паймон аст. Дилро хатаре нест, сухан дар ҷон аст. ҷон афшонам, ки рӯзи ҷон афшон аст. Заҳмату ғавғо ба шаҳр низ набошӣ, чун илм подшо ба шаҳр дарояд. Бо худ зи пайи ту ҷангҳо дорам ман, сад гуна зи ишқ рангҳо дорам ман. касе ки тоатбариё ва бо тақсир мекунад, зоди охиратро нашояд. Те люди, которые поклоняются лицемерно и с изъяном, никаких благ в охирате не увидят. Растагорӣ пеша кун, канду аз ҳалим ҳақ ҷуз растагорӣ нест. Растагориро пеша кун, кан дар мусофӣ ва аз хашми ҳақ ҷуз растагорон нест. Богобоязненный является в лучшем положении. Ҳар ки ҳаҷ аз моли шубҳат кунад, ӯро гӯянд ла лабайка лассадиқа хатни тару мофил тадаяк. То есть хаҷ нужно делать из имущества, которое несомнительное, а из халаля. Аз шумо гурӯҳе бадони мехонанд, ки ба некӣ мефармояд, ба некӯкорӣ боз мо доранд ва покӣ саиду бимонанд ва бар парҳезу ва нек омадан ҷовидонанд. Он рӯз як гурӯҳ
санад рӯй шаванд, он рӯз як гурӯҳ сафедрӯй шаванд ва як гурӯҳ сиёҳрӯй. В день воскрешения и говорит, что среди вас есть люди, которые вас направляют совершать добрые дела и воздерживают вас от плохого. И конец таких благоприятный. И в день воскрешения одни лица будут светлыми, другие лица станут черными. Лица, которые будут светлыми, это те люди, которые очистились в этом мире и умерли чистыми душами. А те, которые душу не чистили, их лица там будут черными. Мункар зиди мааруф аст. Тарки мункар воҷиб асту бар ҳама наву феъли, на бар ҳар кас воҷиб аст. Инкори мункар бар се зарб аст. аввал он ки ба даст таъхир диҳӣ, дуюм он ки ба забон таъхир диҳӣ ва сеюм он ки ба дил инкор кунӣ. Говорит, зло и добро антагонисты. И покидать зло, отдалиться от зла обязательно. От плохого человека, от злодея, от плохого места. Это является обязательным. И дальше говорит, что отрицание зла, то есть плохого, существует три этапа, три способа отдаления от зла. Первое. Когда человек видит несправедливость и исправляет эту несправедливость своими руками. Второе, когда он своим языком изменяет, потому что руками не может изменить, нет у него возможности. И третье, когда он не принимает это, он отталкивает, отрицает, отклоняет это зло в своем сердце, не принимает. тафриқа бар се зарб аст: бо тан, бо феъл, бо эътиқод. И то есть разделение бывает из трех видов: телом, с качествами и убеждениями. Различия людей бывают различными, бывает из трех источников: телами, качествами и убеждениями. Люди разделяются этими тремя качествами. То есть они различные, у них внешности, тела, различные у них качества и различные у людей в этом мире убеждения у каждого. Зулмон касе кунад ки ҳаққи дигаронро талаб кунад ва он ҷо вайро неҷӯяд. Худованд подшоҳи ба ҳақиқат уст. Зулм, то есть злодеяние, злодейство, тот человек делает, который хочет взять чужое. То, что ему не принадлежит, он желает взять его у другого, поэтому он применяет для этого хитрость, ложь, силу и так далее. Это является злодеей. И настоящим царем является Аллах Субхану ва Тааля. Он творец, он все может и все имеет власть. Розае ки маро васти ту дар чанг ояд, аз халқ, аз ҳоли биҳиштиён маро нанг ояд. Тақвӣ ба се қисм аст: тақвӣ уқубат танду сабр кардану
و معاصی، تقوی اندر شکر نعمت، تقوی در رویت و وحدانیت و اعتبار ثواب و عقاب. و اول تقوی ظالمان است، دوم تقوی مقتصدیان است و سوم تقوی سابقان است. Богобоязненность, говорит, бывает на три части делится. Богобоязненность от труда, терпение во время трудностей, отдаление от греховности. Второе бывает такви от благодарности, от того, что быть благодарным того, что тебе Бог дает. И начало такви является такви тем, который злодеем. Первый противодействие злодеянию. Второе это те, которые находятся в середине. И четвертый, которые достигли искренности, которые преуспевшие. То есть богобоязненность, таква бывает не одинаковой. Чтобы достичь совершенства, достать такви сабикон, нужно очень много очистить. Богобоязненность у человека увеличивается параллельно его иману. Чем больше иман человека, тем больше у него богобоязненность. Чем меньше у него иман, тем меньше у него богобоязненность. У кого имана нет, у него вообще богобоязненности нет. ҳақиқат тақвӣ таҳсили тоат аст ва таҳсили тоат ҷуз ба китобу расул нест. даст дар банди Аллоҳ занед, то ба тақвӣ расед ва эътисол, яъне парҳезкорӣ кунед ва ба таваккул расед ва аз таваккул ба итоат расед. Полагайтесь на Бога, опирайтесь на Бога, чтобы достичь богобоязненности. И от богобоязненности вы дойдете до таваккула, и от таваккула вы идете к покорности, послушанию. Банда чун ба истислом расид, аз васоиту мустағнӣ карду ба ҳаққи қоим гашт. Когда человек достигает состояния покорности, покорился Богу, он растворяется и оживляется в Боге, становится. Присутствие Бога в нем больше станет. Эътисол, богобоязненность, се зарб усул аст. даст ба тавҳид задан, даст ба Қуръон задан, ба он кор кардан ва даст ба ҳақ задан, ба ҳаққи эътисол аст ва ҳар ҳаққеро ҳақиқат аст. У богобоязненности есть три способа. Первый это стремиться к единобожию, тавхид. Второе опираться на Коран и жить согласно Корану, действовать и положиться на Бога, полностью себе покорить Богу. Ҳақиқат ин дасти эътимод, яъне боварӣ ба замони Аллоҳ задан асту дасти меҳр ба лутфи мавлӣ задан аст. Истина это когда
вера в Аллаха у человека становится много, и в милость Его больше человек будет верить. Иштимо он аст ки муроди банда ба муроди ҳақ як шавад ва ихтилоф он аст ки муроди бандаву ба муроди ҳақ як наоянд, зид якдигар оянд. Что такое единение, иштимо, джам шудан? Это когда единение возникает тогда, когда желание человека и желание Бога совпадают. Когда мы можем свои желания привести к желаниям Бога. Бог не может опуститься на уровне человека, чтобы желание его выполнять. Мы только можем покориться Богу, и то, что нам говорит Он, свои желания приравнять к Нему, приблизить и сделать прямым. Желать то, что Бог желает. Желай, вот такая очень хорошая формула, желай то, что Бог желает для тебя. Не то, что твой нав желает, а то, что Бог для тебя желает. Если вот мы эту формулу применим, тогда у нас будет джам, то есть иштимо, единение с Богом будет. А ихтилоф это тогда, только тафрикот, это когда желание раба, человека, и желания Бога различаются. И когда Бог желает для раба, для человека одно, а человек желает совсем другое, то в этом положении, в этот момент возникает тафрикот. Иштимо он аст ки низори ҳақ кунад ва донад ки ҳақ якто ва дар як ҷо ва ҳукми ӯро як дорад. Арбоби шариат бар ду усуланд, яке дар усули дида, дигар дар фуруғанд. Те, которые иштимо, то есть единение, возникает тогда, когда человек покоряется Богу и выполняет Его повеления. И люди шариата находятся на двух уровнях. Одни из них это те, которые оценивают мир внешностью, и те, которые являются чуть-чуть выше него. То есть это шариат, это внешняя сторона веры, это атрибут веры. Хакикати мамлакати ҳирс асту фақри нафсу фақри дин. Агар имон қарини нифоқ буваду, пас банда аз он кор савоб ёбад. Вале агар куфр қарини нифоқ бувад, банда ягон подоше аз он нагирад. Мисол, агар кофиронро кумол анворашон агар хайр кунанд, дар қиёмат ёрӣ ба онҳо накунад ва дар ҷаҳаннам бимонанд. Агар имон қарини амали хайр набошад, аз он кор савоб наояд. Говорит, если человек тратит из своего имущества на пожертвования, на добрые дела, но при этом он верующий и имеет иман, и с верой он тратит, это с верой, то благо от его, саваб, у него будет считаться. А если трата имущества на пожертвование, на милостыню, на добро не связана с верой, а связана с неверием, если, допустим, неверующий человек, имеющий большие богатства, тратит и занимается меценатством, помогает этому, другому,
то это добро его в мире вечном считаться не будет. Ибо Аллах считает хардж, то есть трата и свое имущество только верующим людям. И говорит, если иман не будет сопровождать добрые дела, от этого доброго дела никакого блага человеку не будет. Поэтому совершать добро с верой будет считаться перед Аллахом. А неверующий, который совершает добро, его добро только поможет ему в этом мире. Он этим добром не дает зла, чтобы зло ему коснулось больше. Потому что добро и зло – это антагонисты, и поэтому добро, совершаемое кафиром в этом мире, ему поможет, но в мире вечном они считаться не будут. А верующему человеку его добро, совершенное ему им с верой, поможет ему в обоих мирах. Иншаллах, книга Азрата продолжается. Будет время, продолжим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.